Сейчас не только силовые структуры Казахстана, не только вооруженные силы Казахстана, весь Казахстан и все СНГ за пределами нашего государства отмечать будут столетие полководца, героя, первого министра Казахстана. Тұңғыш рет Қазақстан қарулы күштерінің комитетінің төрағасы оған Германияда Потсдам қаласын десті. Сонша қуаныш алып келді маған, ертерек елге барсам екен, ертерек сол кісімен амандасса екен деген арман ойға келді. Но, конечно, я должен был выполнить до конца свой долг командира полка. Я переводил полк в Советский Союз. Мой полк выходил первым, одним из первых из Германии. Мені осындай қуанышпен мен әрине елге асықтым. Бірінші кездесуіміз Алматыда генерал Тауланов ол кезде кадрдың төрағасы Бақытжан Сағадат Қожахметович сені күтіп отыр деді. Бірінші кездесуіміз: Бақытжан, ты где ходишь? Қайда жүрсің сен? Что там далеко? Он с Германии давно приехал вроде бы. Я тебе жду. Ну-ка давай садись. У него такой голос всегда. Ну-ка давай садись. Давай, все меньше я Бақытжана переговорю. Ну, конечно, меня удивило, что он знает все про меня. То, что я командиром батальона был в Афганистане, старшим лейтенантом был, восхищался. А те героизмы, которые обо мне он слышал, ну, он такой скромный. Ну-ка, я знаю, ты все равно не расскажешь сам все как. Ну, а тебя я все знаю, что самый молодой старший лейтенант был комбатом. Я гордился тобой, горжусь. Ну, а ты вспоминаешь, я тебя-то еще курсантом знал. Ну, не знаю как, но я всегда мечтал его увидеть. Мы, когда видим, мы гордились им. Такой симпатичный, подтянутый, строгий, но и добрый. Он всегда к нам относился как к своим сыновьям, курсантам. Был такой случай. В тот день я стал дневальным, смотрел в окно, подъезжает машина, начальник училища генерал Власов подает команду «Смирно», ему доклад. Но я не думал, что к нам зайдет казарма. Так сижу в окно, и он повернул к нам казарму. Бегом в тумбочку встал, зашел, конечно, волнением, голосом, как закричал «Смирно». Слушай, что ты, говорит, смирно? Я же один, что меня по команде смирно поставил, что ли? Ну, положено по уставу смирно подавать. Салам алейкум, қай жерденсің? Бауыржан Момыш ауылынан. О, сенің атаң герой, Бауыржан Момышынан сен де герой боласың. Ну, какой от меня герой, что войны не будет, что герой. Ну и пошел, посмотрел, так, обратно остановился, так. Атым дедің, сен Бақытжан ба? Иә, Бауыржан Момыштың баласының аты Бақытжан. Ой, сен генерал боласың. Я опять удивил, как это генерал был. Какой там генерал? Он остановился у двери, повернулся. Мен саған айттым ғой, герой, генерал боласың. Вот судьба. Конечно, я знал, что генерал может буду, не буду, ну не знаю, но қаһарман, конечно, не буду. Войны-то не будет. Плохо полмайды. Вот так судьба меня познакомила с великим, легендарным героем не только войны, героем создания вооруженных сил. Большое спасибо моей судьбе, что был первый министр такой человек, как он. Менің жұбайымның інісін Қорда перевалында өлтіріп кетті. Жексенбі күні үйде жатырмын, бір уақытта министр обороны келді. Жексенбі күні қалай келді? Шынға айтпаған, министр обороны. Жүгіріп киініп түсіп барсам, көтеріліп келеді біздің үйге. Бақытжан, сен барып отыр, мен келіннен кеуіл сұрайын деп келдім. Қалай? Министр обороны. Менің әйелімнің інісі қайтыс болған, соған жексенбі күні кеуіл айтуға келген. Келінім деп арқасынан қағып. Инахан, ол тағдыр, өмір, екен бол. Енді мен осы кеуіл сұрап отырып, болашақта онда қиыншылық көрмеңдер деп қандай жуасы сөз айтқанына мен әлі күнге шейін жүрегім дірілдейді. Сол сөзіне.
Міне, қандай адамнан үлгі алу керек. Да, герой. Ему второй раз отправляли за Берлин героя. Да, он удивительный был человек, высокопорядочный, честный. И память у него была такая. Он все помнил. Пофамильно даже знал своих солдат. Я восхищался. В судьбе каждого военного человека играет командир. В моей судьбе большую роль сыграл наш легендарный Аксакал. И я думаю, празднуя, отмечая столетие нашего Аксакала, мы поедем на его родину. Там, конечно, будем шефствовать нашего Аксакала. Конечно, постараются наши филиалы и так далее в Астане, в Алмате на его Коран почитать. То есть это все части, конечно, будут проводимы. Во всех военных кафедрах, в военных училищах, в школах мы должны говорить о нашем Аксакале. Где бы я ни был, вот его этот портрет всегда с собой вожу. Всегда с ним советуюсь. Когда я стал начальником главного штаба, потом генерального штаба, пришел в кабинет, ничего нету, один я сижу. Звонок, поднимаю он. Ахчан, кабинет отырсың ба? Я, ну и что, ешкім жоқ. Что, и даже ручку не оставили тебе? Нет. Так, езжай ко мне. Приехал, Ирапа Кутувалда. Ты все прошел. От лейтенанта, в войну командиром полка, командармом, командиром армейского корпуса, комдив, все прошел. Тебе мне нечего учить, кроме одного. Помнишь, ты говорил, что командир должен относиться к солдату как к своему сыну, как к своему брату. Тогда он будет относиться к командиру как к своему отцу. Да, вот это держи. Всегда помни, солдат – это и твой сын, и твой брат. Ты уверенно возглавишь главный штаб Казахстана, и я всегда буду уверен. Но если что надо, я готов тебе дать совет. А вот скажи мне, честно только скажи, я сейчас уже на пенсии, чем вот действительно любят меня, как ты знаешь, в чем, вот почему такое отношение? Потому что вы делились нашей радостью, проблемами и никогда ничего не скрывали. Говорили прямо, я как ваш ученик горжусь, что беру у вас вот это все. Я очень рад, что Министерство обороны единым в строю принимает инициатором проведения этих мероприятий, готовится там, и это здорово. И, конечно, наверное, Министерство обороны, это всегда за, потому что их время мы отмечаем столетие нашего Аксакала. Уважаемые коллеги, уважаемые солдаты и генералы, да и все, я лично, как солдат нашего Отечества, прослуживший вместе с Сагатат Кожахметовичем, от души поздравляю вас, всех нас, столетием нашего великого полководца Сагатат Кожахметовича. Мы должны всегда гордиться, мы должны говорить о том человеке, который первый казак Кахармана, который первым стал министром обороны и который первый подал нам руку, и стали вооруженные силы достойными. Поэтому давайте гордиться нашим Аксакалом. Әр уақытта Аксакалымыздың әруағы қолдап жүрсін. Қай жер жүрсек те Аксакалымыздың абыройын көтеріп жүрейік. Рахмет.